Үле, олақ кес қағана, үледі соқ, олақ соқ. Үле, жауды қоғаға, үледі соқ, жауға мұт соқ. Үле, дүбі қарғыстақ кеге ұғын үйеленер. Үлеттен жауабы бұд кеге әлбәт сүппәт аттанар. Стихах Семена Данилова я увидел своего деда, выдающегося человека, труженика Ивана Гавриловича Тимофеева, который всю жизнь работал во благо процветания Мегино-Кангаласского улуса и республики. Он для меня является олицетворением настоящего патриота своей родины. Добрый день, дорогие друзья! Наш медиаурок посвящается 90-летию со дня рождения заслуженного работника народного хозяйства, заслуженного работника сельского хозяйства Российской Федерации, почетного гражданина Мегино-Кангаласского улуса Ивана Гавриловича Тимофеева. В истории нашей республики и улуса немало выдающихся и ярких личностей, одним из которых является наш земляк, видный общественно-политический деятель, великий и сильный управленец-руководитель Иван Гаврилович Тимофеев. Мегино-Кангаласский улус в годы его работы являются годами больших успехов в социально-экономическом и культурном развитии района. За высокие производственные показатели район, несомненно, становился победителем в Советском Союзе и Республике. Иван Гаврилович родился 10 декабря 1932 году в селе Табага Мегино-Кангаласского района. Свою трудовую деятельность начал в 1953 году после окончания Якутского государственного учительского института учителем биологии, географии Кингелюнской средней школы. В 1958 году он избран освобожденным секретарем комитета комсомола колхоза имени Карла Маркса, затем председателем укрепненного колхоза имени Героя Попова. С 1968 года по 1970 год был секретарем, с 1970 по 1972 года вторым секретарем, с 1972 по 1988 год первым секретарем Мегино-Кангаласского райкома КПСС. С 1988 года до последнего дня своей жизни работал директором АПХ «Красная звезда». За время работы его первым секретарем райкома КПСС Мегино-Кангаласский район ежегодно добивался высоких производственных показателей, являлся одним из передовых районов республики. За достигнутые успехи в увеличении производства сельскохозяйственной продукции коллективу района за годы 9, 10 и 11 пятилеток 11 раз присуждалось и вручалось памятное приходящее красное знамя ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР и директивных органов Российской Федерации Якутской АССР. За годы 9-й пятилетки по инициативе райкома КПСС были осуществлены дальнейшая концентрация производства, межсовхозная и внутрихозяйственная специализация отделений и бригад. Проводилась большая работа по внедрению передовых методов труда, достижению передовиков и рационализаторов производства. Иван Гаврилович уделял большое внимание подготовке кадров животноводства, механизации и специалистов сельского хозяйства. За годы пятилетки обучены в профтехучилищах, а также на курсах специалистов более 600 человек массовых профессий животноводства. На стипендии совхозов ежегодно обучалось более 100 студентов. За время работы с 1988 год директором АПХ «Красная звезда» он провел большую организаторскую работу по финансово-экономическому укреплению хозяйства. При его непосредственном руководстве хозяйство сохранило материальную базу и производственные мощности. Была разработана комплексная программа социально-экономического развития хозяйства и проводилась планомерная работа по оздоровлению финансового хозяйства, в результате которой сократилась кредиторская задолженность, восстановлены 2 заброшенных поселка. Возглавляемая Тимофеевым, АПХ имеет племенное направление, но в то же время он искал другие пути развития, и хозяйство вошло в сеть зерновых хозяйств республики. Были установлены связи с колхозом «Красный стяг» Гомельской области Белорусской ССР,
где похоронен герой Советского Союза Федор Кузьмич Попов, по обмену опытом в производстве по интернациональному воспитанию молодежи. Подписано соглашение о сотрудничестве и установлено шефство с Алданским районом, велась работа по укреплению дружбы серпа и молота. Подписано соглашение о сотрудничестве с Гоби-Алтайским районом Монгольской Народной Республики. Район добился высоких показателей в области культуры. Во втором республиканском фестивале фольклора и во втором республиканском телефестивале район занял первое место. Эстафета культуры и спорта получила дальнейшее развитие. На снегах велась активная культурно-просветительская деятельность. В эксплуатацию введено новое каменное здание Дома культуры на 400 мест. Был пионером-энтузиастом и инициатором в развитии конного спорта республики. Мегино-Кангаласский район в 80-е годы был лидером соревнований по конным скачкам. Установленные им рекорды не один год держались на ипподромах республики. Под руководством Ивана Гавриловича Тимофеева АПХ «Красная звезда» первым в республике начал пасёк многолетних трав, сбор их семян. Повышение урожайности создавало условия для увеличения численности поголовья сельскохозяйственных животных. Была введена в эксплуатацию в каменном варианте Харабинская система лиманного орошения, крупнейшая система в республике, охват которой составляет более 1600 гектаров, что дало толчок развитию сельского хозяйства по интенсивному пути. Его имя присвоено Харабутской системе орошения в 2006 году. А распоряжением районного совета муниципального района Мегино-Кангаласский РУФ Республики Саха-Якутия от 7 декабря 2017 года присвоили имя Ивана Гавриловича Тимофеева Маинскому лицею. Иван Гаврилович Тимофеев стал заслуженным работником сельского хозяйства Российской Федерации, Народного хозяйства ИАССР, кавалером ордена Трудового Красного Знамени, ордена Знак почета и почетным гражданином Мегино-Кангаласского района. Он является истинным патриотом родной земли. Человек-труженик, интеллигент. Он навсегда вошел в первую строку имен легендарных сыновей Мегино-Кангаласского улуса. Как был в своей краткой жизни, так навсегда он остается гордостью нашего улуса. От имени обучающихся и коллектива Маинского лицея даем обещание, что всегда будем высоко и свободно нести по жизни высокое звание патриота и звание якутского интеллигента.